Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Общественной палате обсудили ситуацию с ростом цен на продукты, медикаменты и другие товары и услуги. Депутаты Сухумского горсобрания обсудили криминогенную ситуацию, подготовку к началу курортного сезона и предложение мэра о создании единого муниципального учреждения. Государственный русский театр драмы готовится к премьере спектакля «Рассказ мула старого Хабуга» по мотивам произведения Фазиля Искандера. Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве. В Абхазии запущен новый социальный проект. Члены Общественной палаты Абхазии обсудили ситуацию с ростом цен на продукты, медикаменты и другие товары и услуги. На встречу были приглашены вице-премьеры правительства Владимир Делба и Кристина Узган, а также специалисты Черноморэнерго. Приглашенные ответили на вопросы членов палаты, рассказали о мерах, которые планируют предпринять для выхода из сложившейся ситуации, а также о проводимой работе. Уровень сегодня экономически в Абхазии, к сожалению, не очень высокий, низкий, и поэтому, придя со всеми этими и пандемией, и военными действиями, и всякими другими проблемами, еще больше поднялась эта проблема. Поэтому, конечно же, мы благодарны, что вы пришли сюда, чтобы мы могли успокоить людей в определенной степени. По крайней мере, чтобы мы могли им дать, как говорится, дорожную карту, сказать, что да, вот у нас пути намечены вот такие-то, что мы хотим сделать вот то-то, то-то, для того, чтобы не завтра, как говорится, по крайней мере, что станет хорошая жизнь, но, по крайней мере, какая программа есть. Нас впервые пригласили в Общественную палату. Мы очень благодарны за то, что проявили интерес. Мы смогли свои доводы привести, услышали множество вопросов, на которые постарались дать ответы максимально развернутые. Был хороший обмен мнениями, очень полезно. Я считаю, что члены Общественной палаты получили информацию из первых рук. Мы постарались полностью рассказать все, что происходит в энергетике, в сфере. Надеюсь, были услышаны. Безусловно, всех интересовали веерные отключения, в связи с чем они такие. Обсуждался вопрос повышения тарифов на электроэнергию, сбора платежей, которые осуществляются, процентность оплаты. Так что можно сказать, что достаточно широкий спектр вопросов обсудили. Расширенный репортаж заседания Общественной палаты смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Министр обороны Владимир Ануа возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Дамаске. В церемонии возложения приняла участие делегация Республики Абхазия, представители руководства вооруженных сил Сирии. Владимир Ануа также посетил мавзолей неизвестного солдата, расположенный в мемориальном комплексе, где оставил запись в книге памяти. Могила неизвестного солдата – военный мемориал, посвященный памяти сирийских солдат, погибших во время боевых действий. Его ежегодно посещает президент Сирии в День мучеников. Делегация Абхазии во главе с министром обороны находится в Сирии с рабочим визитом. Русская община Абхазии, казачество Абхазии и фонд Отечества расценивают высказывание председателя Комитета Госдумы России Леонида Калашникова о положении русского языка в Абхазии как недопустимые и недружественные по отношению ко всему многонациональному народу Абхазии. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, распространенном в СМИ. Мы, граждане Абхазии, граждане России, соотечественники, проживающие в Республике Абхазия, от лица своих организаций и себя лично официально заявляем, что русский язык в Абхазии не подвергается никаким ущемлениям и нет никаких угроз его исчезновения, отмечается в заявлении. Вместе с тем, российские соотечественники рассчитывают на то, что в будущем в законодательстве Республики Абхазия будет юридически закреплена квота для нескольких русских депутатов парламента.
Во вторник, 31 мая, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдет Абхазский форум, сообщает МИД. Мероприятие проводится с целью формирования привлекательного инвестиционного имиджа Абхазии в регионах России. Аудитории будет презентован социально-экономический потенциал республики. В форуме примут участие государственные и общественные деятели, предприниматели, молодые лидеры Абхазии и России, представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве. Министерство внутренних дел проводит работу по контролю в области оборота огнестрельного оружия. О чем конкретно идет речь в репортаже пресс-службы МВД. В рамках исполнения закона Республики Абхазия об оружии, вступившего в силу с 1 марта 2021 года, Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляет функции по контролю в области оборота оружия. Гражданам выдаются бланки нового образца, которые соответствуют многоуровневой степени защиты документа. Электронный реестр учета огнестрельного оружия ведется на базе унифицированного программного обеспечения в Центре обработки данных МВД Абхазии. Учет гражданского, служебного, спортивного и иного вида оружия, подлежащего регистрации, а также боеприпасов к нему осуществляет отдел лицензионно-разрешительной системы Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Данное подразделение выдает в установленном порядке лицензии на приобретение оружия, лицензии на импортные и экспортные процедуры с оружием, разрешение на хранение и ношение регистрируемых видов оружия, а также в установленном законном порядке аннулирует лицензии и разрешение осуществлять изъятие оружия и патронов к нему. Действующим законодательством установлен порядок проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и технических требований данного процесса, а также порядок учета пуль и гильз. В Министерстве внутренних дел Абхазии функционирует программно-аппаратный комплекс автоматизированной баллистической идентификационной системы АБИС «Арсенал», который предусматривает введение электронной пули-гильзотеки большого объема, а также идентификацию стрелянных боеприпасов и автоматизацию проводимых экспертиз. Процесс регистрации огнестрельного оружия, согласно законодательству, предусматривает обязательный отстрел идентифицированных боеприпасов. Просим граждан, обладающих ранее учтенным оружием, в обязательном порядке пройти данную процедуру. В случае неисполнения установленных законных норм оружие будет изыматься. С заявлением о регистрации незарегистрированного оружия, заявлением о перерегистрации оружия, а также с заявлением о получении лицензии на приобретение огнестрельного оружия необходимо обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия. Любое из вышеперечисленных заявлений рассматривается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней. Президент торгово-промышленной палаты Тамила Мирцхулава встретилась с представителями ТПП Абхазии во Франции Алины Ашуба-Битюн и Жаном Кристофом Битюн. Стороны обсудили планы работы на перспективу. Тамила Мирцхулава поблагодарила гостей за многолетнее плодотворное сотрудничество. Алина Ашуба-Битюн и Жан Кристоф Битюн выразили готовность оказывать всяческое содействие ТПП в реализации мероприятий, проводимых во Франции. Состоялось очередное заседание Сухумского городского собрания. Депутаты обсудили криминогенную ситуацию в столице, подготовку к началу курортного сезона. Кроме того, было рассмотрено письмо главы администрации Сухума по поводу создания единого муниципального учреждения на базе существующих управлений. Обо всем подробно в репортаже Шазины Ханагуа. Утвердив повестку дня, депутаты Сухумского городского собрания заслушали отчет о результатах оперативно-розыскной предупредительной деятельности Управления внутренних дел по городу Сухум за 4 месяца 2022 года. За анализируемый период времени работу УВД осуществляли 169 сотрудников. Недокомплект штатов составляет 30 человек. Основная работа была направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности. Зарегистрировано 62 преступления, из них раскрыто 58. Тяжких преступлений зарегистрировано 19, раскрыто 16 или 84,2%. Зарегистрирован и раскрыт один факт особо тяжкого преступления – это убийство. Преступление раскрыто, лицо задержано. Тяжкие телесные повреждения – 2 факта, оба раскрыты. Кражи – 13 фактов, 9 раскрыто. Хулиганство – 2 факта, обе раскрыты. Мошенничество – 1 факт раскрыты. Незаконное хранение огнестрельного оружия – 16 единиц зарегистрировано преступлений, все 16 раскрыты. Незаконный оборот наркотиков – 22 единицы раскрыты. ДТП – 3 единицы раскрыты. И прочие преступления – 2 единицы также раскрыты.
По сообщению Батала Ломи, процент раскрываемости преступлений остается на уровне выше среднего. Причина – постоянный недокомплект кадров и практически ежедневное привлечение сотрудников на разные охраняемые мероприятия, которые отвлекают оперативных сотрудников от выполнения возложенных на них функциональных обязанностей. Согласно плану по деэскалации, значит, город, набережная Диаскуров, набережная Махаджиров и пляжные зоны патрулировались как пешими группами патрулей, так и автопатрульными группами. Силами УВД практически круглосуточно. Имеются, конечно, и определенные трудности, но, несмотря на это, сотрудники УВД по городу Сухум осуществляют свою работу в полном объеме. Нагрузка на личный состав очень большая, особенно в летний период. Депутаты городского собрания предложили закрепить сотрудников для дежурства на набережной Махаджиров и в парке боевой славы для обеспечения общественного порядка. Огромное количество, вот даже сегодня на разных платформах, Инстаграм, ТикТок, мы видим, что дети умудряются в парке славы просто какие-то тренды снимать, какие-то видео снимать. Я не говорю, что очень как-то себя ведут, но все равно это не соответствует уровню парка славы. И поэтому огромная просьба одного человека хотя бы, я не знаю, в виде охранника, в виде караульного, в виде кого угодно, просто чтобы он там за общественным порядком следил. Далее депутаты перешли к рассмотрению письма главы администрации города Сухум Беслана Эшба. Представляя письмо, заместитель главы администрации Астамур Ашуба отметил, что принято решение привести все подведомственные учреждения в соответствии с законодательством, а именно создать единый департамент с различными направлениями: управление здравоохранения, управление культуры, управление образования, расчетный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат будут ликвидированы. На их базе будет создано единое муниципальное учреждение. Администрация обратилась в городское собрание, чтобы присвоить новым организациям соответствующие коды. Смысл в чем? Политику в сфере того или иного направления определяет, грубо говоря, департамент или орган, который входит в аппарат. А всю техническую распорядительную работу будут осуществлять эти муниципальные учреждения. То есть, если брать, скажем, управление образования, то есть сегодня существует форма как управление образования города Сухум. Оно ликвидируется, на базе этого управления организуется муниципальное учреждение управления образования города Сухум. В это учреждение будут входить филиалы, детские сады, школы, и иные образовательные учреждения, которые входят в состав управления образования. Будет звучать так: филиал муниципального учреждения управления образования города Сухум, школа номер 2, допустим. Вот. А в администрации города будет департамент, который вот сейчас недавно в распоряжении главы был создан, департамент по социальным вопросам, социальный департамент, так официально называется, в состав которого будут входить специалисты по всем направлениям социального именно направления. То есть это образование, здравоохранение, культура, спорт и соцвыплаты. То есть, соответственно, эти специалисты будут входить в этот департамент, будут подчиняться начальнику департамента. Вот такая картина была изначально у нас сложена, к которой мы сейчас двигаемся. Депутаты городского собрания не согласились с предложенной структурой. По их мнению, один руководитель не сможет управлять всеми направлениями. По большому счету, получается, вы создаете ту же самую организацию, просто меняете название и над ними ставите еще организацию, которая будет контролировать. От нас это требует закон. По закону нельзя создать 5. Как может один человек медицину, культуру, потом здравоохранение, сказал, медицину, спорт и еще соцзащиту объединять? Мы согласны, под единоначалием руководителя департамента, наверное, если это будет как здоровый организм и в полном объеме работать, это невозможно. Мы не против, создайте 5 структур, пускай специалист занимается одной профильной своей профессией. Мы же сказали, что мы же не сказали, вот это начальник департамента, и у него никого не будет. Вот мы решили. А зачем лишних создавать? Еще вы человека создаете 5 человек и еще начальник лишние. Вот ту же самую или поставьте начальником этого департамента, и пускай она дальше свою работу продолжает и делает. В итоге, после длительного обсуждения, депутаты все же присвоили код муниципальному учреждению администрации города Сухум «Расчетный центр по выплате трудовых и социальных пенсий, пособий и других выплат». Рассмотрение всех остальных вопросов было перенесено на следующее заседание. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
1 июня в Международный день защиты детей столичных ребятишек ждет обширная развлекательная, познавательная и спортивная программа. Организатор мероприятия – администрация Сухума. Праздничная программа включает в себя открытый теннисный турнир, показ спектакля «Дюймовочка» в Абхазской государственной филармонии, где также 1 июня состоится концерт с участием воспитанников детских садов. 1 июня в 11 часов на набережной Диаскуров от памятника защитникам Кавказа стартует легкоатлетическая эстафета учащихся школ Сухума. Здесь же пройдет конкурс рисунков на асфальте. В 15 часов на площади перед Абхазским государственным театром будет представлена праздничная программа с участием учащихся детских школ искусств, вокальных групп, хореографических коллективов, аниматоров. В 17 часов в парке имени Шинкуба начнется массовое спортивное мероприятие «Игры детства». С 17 часов до 20 часов благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационная программа «Ярмарка под открытым небом». В 16 часов детский праздник на платформе ГУМа, где также состоится показ мультфильмов. 29-30 мая Государственный русский театр драмы представит премьеру спектакля «Рассказ Мула старого Хабуга» по мотивам произведения Фазиля Искандера. Подробности предстоящей премьеры рассказали на пресс-конференции генеральный директор Русдрамы и творческая группа. Репортаж Лауры Капш. Смешной, остроумный, наполненный уникальным абхазским юмором спектакль «Рассказ Мула старого Хабуга» заставит зрителя лучше понять себя. Ведь в рассказе автор тонко высмеивает отношение новоиспеченных колхозников к труду. Своеобразие юмора заключается в том, что рассуждения старика Хабуга, одного из главных героев романа, переданы от лица Мула. При этом старик рассуждает, а наблюдательный Мул делает умозаключения. Реализовали этот план, потому что еще год назад, как вы помните, была у нас в нашем театре лаборатория «Сандро». Это режиссерская лаборатория, которую мы организовали совместно с фондом Фазиля Искандера, к которому имела отношение Шазина Агарбар, директор этого фонда, которая недавно ушла из жизни. И она с большой радостью тогда отметила, что именно этот эскиз, как ей кажется, будет иметь хорошую театральную судьбу. И эта работа, конечно, для меня и для нашего театра, ну, это своего рода как посвящение памяти Шазина Агарбар, безусловно. Но самое главное, что это работа, которая сегодня, вот она рождается, уже буквально через 2 дня будет премьера. Это работа, которая, мне кажется, очень нужна сегодняшнему зрителю. И времени нашему сегодняшнему очень нужна. Жанр спектакля «Комедия». В постановке отображены все стороны жизни, где главное действующее лицо общества, история, пороки и недостатки людей, их прозрения и разочарования, ошибки и победы. Тут и комедия характеров, и столкновение комического и драматического, когда на фоне трагических событий раскрывается комичность ситуации, мыслей и поступков персонажей. На мой взгляд, спектакль получается каким-то теплым, каким-то светлым, и несмотря на всю свою смешливость, да, на какую-то иронию и юмор, все-таки затрагиваются очень серьезные и какие-то важные вещи, о которых мы, к сожалению, как люди, как человеки, порой забываем. Оказывается, что во многом, не знаю, к сожалению, может, как можно к счастью, а во многом, что животные, они гораздо человечнее, чем люди. И вот про эту человечность, мне кажется, не стоит забывать. Правда, у нас практически сразу задалась вот эта вот атмосфера, которая позволяла нам в хорошем понимании этого слова хулиганить, для того, чтобы найти то настроение, которое создается именно в этом произведении. Ведь самое главное, когда мы беремся за какой-то материал, именно сохранить то, что автор заложил, а мы должны транслировать это в иной форме, в визуальной, визуализировать и еще и настроение, конечно, сохранить. Вот это наша задача.
Спектакль состоит из одного акта. Все держится на артистах, которые все время на сцене, говорит режиссер-постановщик Антон Корнилов. Во-первых, ни разу не был в Абхазии. Я очень от этого всего далек, и мне нужно это все постигать здесь. И мне должны больше артисты учить. Они больше мне должны дать, чтобы я больше понял. Поэтому вся ставка на них. Знаете, когда бывает, начинаешь работу, проходит какое-то время, что-то меняется, и начинаешь сомневаться в каких-то вещах, и что-то начинать переделывать. А здесь я старался вот эти вещи, наоборот, развить и привести в такой полноценный, полномасштабный спектакль. Одной игры актеров недостаточно, ведь спектакль – это еще и совокупность музыки, декораций и костюмов, которые играют немаловажную роль. Художественный образ актерам придала художник-постановщик Ирина Уколова. Премьерные показы спектакля «Рассказ Мула старого Хабуга» состоятся в Русдраме 29 и 30 мая. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве. С такой целью Рашид Таня, Мактина Джинджолия, Сасун Аксузян и Ханна Элбакиева создали социальный проект, который был запущен еще в декабре прошлого года. Чтобы обсудить вопрос трудоустройства подопечных проекта, молодые люди встретились с представителями общественных организаций и предпринимателями. Репортаж Адисы Сагария. Сегодня многие молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства, но больше всего страдают социально незащищенные слои населения и люди с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто они обладают уникальными способностями, о которых мало кто знает. Цель, в принципе, нашей компании – это увеличить количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями здоровья. Потому что если брать по статистике, то из 100% таких людей около 90% в принципе не трудоустроены. И это на самом деле большая проблема. В эпоху цифровой экономики в период пандемии увеличился спрос к диджитал-профессиям, что положительно сказывается на трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Обладая уникальными способностями мышления, памяти и ответственности, они могут стать ключевым фактором успеха для многих организаций и предпринимателей, считает уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Один из членов нашей общественной компании Сасун Аксузян, он очень скромный, молодой человек, просил меня много о нем не рассказывать, но это человек с инвалидностью, который на сегодняшний день трудоустроен, у него есть хобби, он является блогером и на своих страницах в социальных сетях рассказывает, берет интервью, рассказывает истории об интересных людях, об интересных новостях, которые в нашем обществе. Участвовавший во встрече начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия рассказал, какие предусмотрены льготы, квоты и послабления для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для работодателей устраивать на работу людей с ограниченными возможностями, наверное, больше всего тут играет два момента. Человеческий фактор. И второй – это доступность, то есть доступность самого инвалида, то есть доступ к работе, то есть насколько для него это будет комфортабельно. Высокие этажи добираться, то есть не всем это удобно, нет сегодня возможности для них. Свидание. То есть, да, надо более среду улучшить для них, чтобы они смогли более доступно работать к рабочему месту. То есть это опять-таки все зависит от работодателей на местах. О том, что нужно сделать, чтобы трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья, рассказал сотрудник Датского совета по беженцам Инал Атумава. Мы поддерживаем бизнесменов тем, что предоставляем им возможность получить новые профессиональные навыки для развития их бизнеса. И с этой же стороны эти же бизнесмены получают возможность трудоустроить ребят из этой категории. И в рамках проекта у нас предусмотрено, что как минимум 5% молодых людей с ограниченными возможностями будут в дальнейшем трудоустроены на эти предприятия. Сейчас у нас планируется, что мы как минимум одного молодого человека устраиваем на предприятие местное Сухумска, но мы в дальнейшем планируем развивать. Представители общественных организаций поздравили организаторов проекта с началом реализации такого важного и нужного дела. И появление такой площадки, мне кажется, очень важно, потому что на самом деле есть очень много примеров, говорили, да, в сфере торговли, как человек себя реализовал. Есть также неизвестный журналист с ограниченными возможностями, который очень качественный контент выдает, уникальный. То есть
Наверное, проблема в том, что человеку с ограниченными возможностями, ему надо на 3 головы быть выше кого-то для того, чтобы его заметили. И, соответственно, наверное, в первую очередь надо создавать условия для того, чтобы он максимально мог реализовать какой-то свой потенциал, который в каждом из них заложен. Но не накапливая опыт и нигде не работая, человеку сложно почувствовать, что все-таки в жизни, какая сфера деятельности это его и где он может максимально реализоваться. Поэтому я призываю всех, кто занимается предпринимательской деятельностью, руководителей структур, поддержать этот проект. Я думаю, каждому на стол ляжет какой-то перечень и, может быть, разъяснение необходимости. В рамках встречи состоялся показ документального фильма о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Я начал заниматься в тренажерном зале при ассоциации инвалидов, где я познакомился со многими детьми. Начал я сперва с общих усилий, компьютерные курсы прошел. Спустя 2 года я поступил в университет. Да. Также отучился с успехом. Конечно, было тяжело подниматься. Адиса Сагария, Константин Паруло, Абхазское телевидение. Сухумское высшее общевойсковое командное училище проводит набор абитуриентов по специальности «Боевое применение мотострелковых подразделений», а также по гражданской специальности «Менеджер по управлению персоналом». Срок обучения 4 года. По окончании училища выпускникам присваивается воинское звание лейтенант. Прием документов проводится в военных комиссариатах по месту жительства до 10 июня. Телефоны для справок 773 47 47 229 77 34. В Абхазии находится с гастролями театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской республики «Меркурий». 28 мая коллектив выступит в Абхазской государственной филармонии. Начало в 18 часов. Вход свободный. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 28 и 29 мая на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночи плюс 11-16, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.